сохранился. Конечно, очень смешная ситуация, на самом деле, очень. Когда я здесь в Москве встречаю много разных людей, особенно кавказских людей, ну и неважно, даже не кавказских, все с малого детства, все, у них никогда не стоит, я думаю, вопрос сохранения своего языка. Ну, у нас, не знаю почему, у тувинцев этот вопрос тоже не стоит, в Якутии тоже не стоит, но почему у нас? Ну, наверное, как-то цивилизация и большое стремление бурятского народа к любовь к разным ученостям сказалось, стремление учиться. Я не знаю, почему так получилось, а думаю, что только семья. В первую очередь семья, родители должны общаться с детьми с малого, ну сразу же, на своем языке. И только так. Никакая не школа, никакой какой-то дядя или кто-то в этом не поможет. Только родители, бабушка с дедушкой, чтобы это все сохранялось и общались в семье на своем языке. А вы сына научили? Да, я с ним только на бурятском разговариваю. Мне кажется смешно, что я буряткой буду со своим сыном бурятом разговаривать на русском. Я даже не понимаю. Мы все в семье, мои сестры, родители, мы все, конечно, разговариваем только на бурятском языке. И даже письменное? Письменное? Я пишу всегда на бурятском. Переписываюсь со своими на бурятском. То есть сын в Москве окончил школу, да? Да, да. Мы его привезли, ему было 5 лет. И он умеет писать? Писать пишет, но с ошибками. С большими ошибками, но пишет. Конечно, понимать все прекрасно понимает. Говорит, ну, хорошо говорит, но я считаю, что с акцентом говорит. Все-таки это сказалось. То, что он только со мной здесь общается, поэтому акцент есть.